Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю новости простым, понятным языком. Не успело новое правительство прийти к власти, как тут же решили принять поправку, дискриминирующую около 100 тысяч человек. Национальное собрание приняло закон, лишающих иностранцев из стран, не входящих в Европейский Союз, но постоянно проживающих на территории Словении, права голоса на местных выборах. То есть люди, которые постоянно проживают в Словении, у них есть ПМЖ, они платят налоги в Словении, не имеют больше права голоса на местных выборах. То есть они не могут выбирать, например, мэра своего города или главу своего местного муниципалитета. За такой закон проголосовало 47 депутатов, против 32. Вы только вдумайтесь, более 100 тысяч человек, таких как я, постоянно проживающих в стране, работающих в этой стране, оплачивающих налоги в этой стране, в одночасье превратились в людей второго сорта в политической системе страны. Важно добавить, что не все словенцы поддерживают введение данного закона. Сейчас инициативная группа собирает подписи за проведение референдума против этого закона. Надеюсь, что следующим законом не станет организация гетто для иностранцев. В понедельник около 3 часов ночи в маленьком словенском поселке Бертоке, недалеко от Копра, жителей разбудил громкий взрыв. Некоторые решили, что началось землетрясение, но оказалось, что просто взорвался банкомат. Взрыв был настолько сильным, что пострадало соседнее здание. Обломки разлетелись по всей парковке. Сейчас полиция ищет преступников. И остается пока неясным, пропали ли деньги с банкомата или нет. Хотя, может, банкомат просто лопнул от количества купюр. Марибор потрясла жуткая трагедия, которая вновь обращает внимание на одну из самых тяжелых проблем словенского общества – фемицид. В Мариборе 63-летний мужчина застрелил свою бывшую, а затем свел счеты с жизнью. За этой трагедией скрывается история многолетних конфликтов и вмешательства полиции. Следствию предстоит ответить на один главный вопрос. Можно ли было предотвратить это убийство? Трагедия произошла рано утром в одном из жилых домов. Подруга женщины получила странное сообщение. После этого она и вызвала полицию. Когда полицейские вскрыли квартиру, они обнаружили тела мужчины и женщины. Мужчина застрелил женщину из своего зарегистрированного оружия. Пара давно не состояла в официальном браке, они были разведены, но продолжали жить под одной крышей. Женщина неоднократно жаловалась на насилие со стороны мужчины, и полицейские очень часто приезжали в их квартиру по вызову. Но, к сожалению, как мы видим, ничем не помогли. А вот по данным мировой организации Global Peace Index 2026, Словения занимает 4-е место в мире по безопасности. И это не с конца. Безопаснее только Исландия, Швейцария и Новая Зеландия. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. Отличная новость для владельцев солнечных панелей. Уже с июля излишками электроэнергии можно будет делиться с родственниками и знакомыми. Раньше излишки просто уходили в сеть, но с июля излишками можно будет делиться со своими близкими. Я так поняла, что киловатты, которые раньше просто безвозмездно уходили в сеть, сейчас можно будет записать на человека, с которым хочешь поделиться. Все это можно будет организовать через портал «Мой Электро». Теперь можно считать удар током просто подарок от родственника. Вы когда-нибудь обращали внимание, что у большинства словенцев стоят металлические пломбы? Я сначала думала, что это мода с югославских времен, а оказывается, медицинская страховка просто не покрывала других пломб. Наконец-то хорошая новость. С 1 июля 2026 года медицинская страховка начнет покрывать белые пломбы. Но есть нюанс. Страховая не покроет замену металлической пломбы на белую. Вангую, с 1 июля у словенцев начнут самопроизвольно выпадать металлические пломбы. Словенское государство запустило приложение для помощи своим гражданам за рубежом. Словения представила приложение «Е-Ластовка».
для граждан, путешествующих за пределы страны. Сервис позволяет быстро получить контакты дипломатических представительств, инструкции при чрезвычайных ситуациях и другую полезную информацию. Власти рассчитывают повысить безопасность туристов и оказание консульской помощи. Приложение также показывает уровень безопасности той или иной страны. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет облачно. Небольшой дождь. Температура от плюс 19 до плюс 32 градусов. Спасибо, Алиса. Мне приятно, что вы оценили. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!